Я хочу сказать, что сами нормы, к сожалению, не все мнения, что мы слышали, они вообще соответствовали реальной ситуации. То есть зачастую встречались люди, которые обсуждали этот вопрос, и зачастую встречались люди, которые обсуждали этот вопрос, не зная суть. Само требование знания абхазского языка для депутатов парламента было принято в 2022 году депутатами 6-го созыва. Та норма, которую мы применяем и принимаем сейчас, она, напротив, призвана уточнить эту норму о создании лингвистической комиссии при Центральной избирательной комиссии. Я предвижу, что еще дополнительные изменения, возможно, надо будет включить, какие-то технические, но это значит, что создается комиссия, и она принимает решение, каким образом будет экзамен проходить. Кто-то говорит, что это вот такие настроения, другие. Есть вопрос сохранения абхазского языка. Я не побоюсь этого сказать, в том числе и себя считаю, значит, виноватым в том, что абхазский язык мало звучит в абхазском государственном управлении, в государственных органах и в обществе. Все мы должны в отношении этого над собой поработать и предпринять меры для того, что это сложно, нужно документооборот поменять, все фактически на русском языке. Но проблема и боль абхазского народа и народа, проживающего в Абхазии, состоит в том, что у нас есть некоторые сложности с тем, знает ли население родной язык страны. И мы должны к этому приложить усилия. Мы, принимая такие решения, на этот путь, я думаю, становимся. В 2007 году закон был принят, пояснения дополнительные были приняты, да, но, к сожалению, эффективности той, которая ожидалась, нет. Мы должны эту систему все подталкивать. Сегодня адаптируем искусственный интеллект. Вы знаете, что большая программа развивается адаптация искусственного интеллекта, потому что язык нужно учить, конечно же, в лучшем случае с детства. И это не связано с ущемлением прав других наций, национальностей. Я думаю, что Центральная избирательная комиссия и в этом тоже будет какую-то градацию сделать. Сегодня в той норме, которую мы собираемся принять, речь идет об уточнении нормы, которую мы приняли в 2022 году. Не более того. Если хотите, это норма, которая уточняет и в каком-то смысле даже упрощает эту процедуру. В средствах массовой информации, к сожалению, неправильно преподносится информация, здесь никакого вопроса с дискриминацией или национальным признаком не существует. Это точно, потому что в правовых актах, которые созданы в Абхазском государстве, в первую очередь это Конституция Республики Абхазия, говорится в 6 статье, что наряду с абхазским русский язык тоже имеет государственное значение. То есть это о чем говорит здесь именно вот исходить из этой точки, если то русский язык тоже имеет здесь значение. Но сегодня идет речь о том, что сохранить абхазский язык. Лингвистами, учеными, нашими учеными доказано, что в силу того обстоятельства, что абхазский народ малочисленный, идет, значит, такая тенденция, что мы можем потерять родной язык. Ни в коем случае не должны этого допустить. Помните, когда Зураб Ач, Царство Небесное, выступал, говорил, что первое, что когда вот мы выиграем войну, первое, что мы должны сделать, это первое и последнее, это закрепить государственный язык, абхазский язык. Именно по этому пути пошел парламент. Чтобы был заложен механизм реализации той нормы, которую еще принял 6-й созыв. Чтобы Центральная избирательная комиссия при регистрации кандидатов имела прописанную в законе процедуру, чтобы не было судебных тяжб у кандидатов, которые будут баллотироваться в одном округе, чтобы не было споров по итогам выборов. Здесь заложен механизм, что лингвистическая комиссия осуществляет тестирование. Эта норма позволяет реализовать на практике те положения, которые приняты были в 2022 году. Поддержим данный законопроект, и на предыдущем заседании сессии я по этому законопроекту в этой части каждый выступал. И потому что вот несколько дней, недель идут какие-то отзывы и в Фейсбуке, и в других местах информационно, якобы на наш парламент много чего сваливает, того чего нет. Хочу просто для статистики сказать, из 31 депутата Абхаза, максимум я за себя надо, может еще один, кто плохо пока говорит по-абхазски. То есть по статистике из 31 29 хорошо говорят. Это проблема абхазского языка не в парламенте.
чтобы люди понимали это. Просто вот здесь, то если у кого спросить, они все владеют нормально или хорошо абхазским языком. Поэтому после этого, когда мы это сейчас примем, я надеюсь, надо будет председатель вот обращается по образованию комитета позвать наш институт, нашу академию и спросить, какая методология, какие методы и все остальное придумали, сделали с 22 года хотя бы, потому что подготовиться тоже надо институту, академии. И зададим вопрос и посмотрим, какие ответы, сколько книг перевели и тому подобное, чтобы народ не говорил, что только в парламенте оказывается проблема. Это неправильно и это неправда. 1992 года первый, кто принимал присягу, это Галустов Крестьян, капитан, замкомандиром. Первый, кто запался присягу принимать, это мне. Есть материалы Эма Ходжа. Иногда показывают, посмотрите, я бородатый такой. Это был первый, кто принимал. Почему я это говорю? После этого мартовской операции 16 человек со мной вместе пошли, 15 живыми вернулись. 16 погибли, здесь 7 раненых. Потом меня перевели в армянский батальон, так как я уже дважды участвовал в рамках таких мероприятий. И сегодня у нас 22 июля, вот буквально через 25 минут, я теряю свою ногу, подрываюсь на ноги. 33 года прошло. Сегодняшний день я подорвался на мине. Это я сделал и клятву дал. И готов был жизнь отдать. Я часть тела уже похоронил, который похоронишь на кладбище у бабушки. Возле ног, когда я прихожу в кладбище, я вижу часть своего тела. И я опять, я говорю, я голосую за все. Я за абхазский язык. Но мне сегодня нет возможности научиться. Допустим, буквально 4 дня тому назад мы открывали 3 садика. Один в Пицунде, один в Гаграх, один в Самрипше. Самрипше садик открывали, и тогда президент был, мы ветераны подошли к президенту и сказали, что у нас есть предложение. Какое? Садик построен, бюджет 23 миллиона, 21 миллион отдал армянская община Абхазии. И мы президенту говорим, мы хотим, чтобы в этом садике, начиная нянек, начиная воспитателей, чтобы все были абхазские, чтобы все дети начали учиться именно оттуда. Не имеет значения, какой национальность, русский, армянин, абхазец, кто бы туда не пришел, чтобы они тогда могли полноценно, равнозначно могли знать государственный язык. Я за это, я и сейчас голосую за это, за все. Но я просто хочу сказать, что вот через 33 года вот сижу в парламенте здесь, и я, допустим, не могу участвовать на выборах. Тогда спрашивается, вот это то, что я рассказал, то, что я прошел. Галустов Павлович, из вашего выступления вы так преподносите, что мы против вас что-то делаем, понимаете? Нет, ну я тебе, я говорю о ветеранах. Я говорю о ветеранах, который остался 5 лет еще где-то что-то быть. Вот если уже касается, я говорю, что, наверное, боженька есть, вот буквально 22 июля. Это давайте я как ветерану тоже. Да. Мы вас очень уважаем, мы вас ценим ваш труд, но сегодня ваше присутствие будет или не будет связывать с тем, что мы абхазский язык должны принять, не принять. Да не, я принимаю, я говорю, я голосую. В такой плоскости не надо нам вопросы ставить. И то, что вы, как патриот, гражданин Абхазии, все, что вы сделали, это наш долг. Это мы, за это кто-то что-то не должен давать. Или кто-то за что-то не должен так делать. Понимаете? Вы 2 созыва здесь сидели. Вас страна, как его, честно говоря, во всем поддержала и правильно сделала. Я считаю, что это правильно. Вам ни в чем не отказали. И не надо вот это вот, знаете, вот эту плоскость спускать, что ведь зависит будущее нашего народа абхазского, малочисленного. Мы выживем как этнос, будем мы носителем своего языка или нет. И где-то вот это подвязывать, вот это ваше эмоциональное выступление, извините, пожалуйста. Мы с вами, как ветераны, сделали свой долг. И это долг каждого гражданина Абхазии. И не надо одно к другому подвязывать. Об этом речь вообще не идет. Да, вообще, к чему это разговор? Вы не можете участвовать. Сожалею, что не можете участвовать. Но закон так гласит. Закон принят был 5 лет назад.
еще, может, и сможет А с такие тобой- определенные Может, знания. Борисович сказал, Мало ли. Коллеги, Если мы это ничего не примем, будет по аналогии, Дмитрий Михайлович, если я что-то неправильно скажу, подбер, по аналогии выборов президента Республики Абхазия. А там очень жесткие требования. Понимаете? Или давайте мы... Еще в суд начнут ходить. И мы превратим вообще непонятно во что